Они могут испортить вид из строящегося государственного комплекса. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как мэрия Душанбе против спутниковых антенн на крышах. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. У жителей столицы Таджикистана требуют снять спутниковые антенны с крыш домов. Предположительно, это связано со строительством комплекса независимости и свободы на проспекте Рудаки. Власти считают, что антенны могут испортить вид на город со 121-метровой башни. Решение убрать антенны исходит от мэра Душанбе Рустама Эмомали, сына президента Эмомали Рахмона. Опасаются высказываться о приказе властей убрать антенны. По их словам, они получили не только письменные уведомления, расклеенные у входа в подъезды, но и устные предупреждения от работников мэрии и участкового. Уведомления о запрете развесили в подъездах домов рядом со строящимся комплексом. Участковые и работники мэрии обходят жильцов. Причину запрета они не называют, рассказали местные жители. Спутниковое телевидение – одна из немногих возможностей получить альтернативную информацию в Таджикистане. В столице его ловят с помощью параболических антенн на крышах многоквартирных домов. Сообщили нам, приходили из милиции и администрации, сказали, убирайте тарелки. Да, конечно, мы получили 3-4 дня назад, ходили с хукумата. Как вы относитесь к такой ситуации? Может, скоро им уже и таджики будут мешать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Прошла неделя с тех пор, как мы предупредили жителей, чтобы они сняли антенны с крыши. Это приказ мэра, и он должен быть. По словам юриста Сакирджона Хакимова, у собственников жилья есть право на использование крыш домов, в том числе для установки параболических антенн, а власти не имеют права ограничивать эксплуатацию частной собственности. Даже если жители согласны с требованием мэрии, им обязаны выплатить денежные компенсации за причиненные неудобства и обеспечить альтернативный доступ к телевидению. С точки зрения законодательства мы стали свидетелями безобразия и беззакония, говорит юрист. Этот собственник законно приобрел параболическую антенну и хочет удовлетворить свои культурные и социальные потребности, используя доступ к альтернативным источникам информации. Если кто-то решил ограничить потребителей информации, это неправильно. Главный юбилейный комплекс «Независимость и свобода», вид с которого могут испортить параболические антенны, планируют сдать к 30-летию независимости Таджикистана в сентябре 2021 года. Стоимость масштабного проекта властями не разглашается. Как вы относитесь к такой ситуации? Наверное, скоро нас действительно начнут выселять, потому что мы будем мешать президенту Рахмону смотреть на Таджикистан. Напишите свое отношение к этой ситуации, пожалуйста, нам в комментарии. Главный юбилейный комплекс «Истеклолият Ваузуди», независимость и свобода, вид с которого могут испортить параболические антенны на крышах домов, должен быть сдан к 30-летию независимости страны, сентябрю этого года. Высота главной башни комплекса достигнет 121 метра. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.